Пентагон экстренно закупает ракеты, в Дубае открывается самый высокий в мире отель, а в Узбекистане раскрыли мафию, которая торговала человеческими органами. Об этом всем рассказываем в рубрике «Что творилось в мире» на этой неделе. Пентагон срочно закупает ракеты. Подрядчикам увеличили как минимум вдвое объемы производства в краткие сроки. Причина – возможный конфликт с Китаем. В Афганистане отключили интернет. Такие новые меры правящего в стране движения «Талибан» в рамках борьбы за нравственность в стране. Почти 2 миллиона человек были эвакуированы из Гаундуна в Китае из-за тайфуна Рагаса, который стал одним из самых сильных штормов в регионе за год. 14 человек погибли, 129 пропали без вести. Египетский атлет попал в книгу рекордов Гиннесса. Силач Ашраф Кабонга сдвинул зубами 700-тонный корабль. И не просто сдвинул, а протащил судно 15 метров на мель. Трамп заявил, что ученые обманывают человечество, пугая изменениями климата, и решил заморозить финансирование в $13 миллиардов на проекты возобновляемой энергии. Громкое заявление было озвучено в Нью-Йорке во время недели климата. Знаменитый Реал Мадрид впервые сыграет в Алматы против казахстанского Кайрата в Лиге чемпионов. Игра пройдет 30 сентября на центральном стадионе. Зафиксирован большой поток футбольных фанатов соседних стран. Скандал в Узбекистане. Раскрыта сеть торговли человеческими органами. Служба безопасности Узбекистана заявили о разоблачении структуры, которая занималась незаконной торговлей почками и печенью. Доноров вербовали через социальные сети, подделывали документы и отправляли на операции в частные клиники за границей. Экстремальные холода в США унесли жизни 83 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано в Теннесси и Орегоне. Российские ученые описали новый вирус бактериофаг, способный уничтожать микробактерии-возбудителей туберкулеза и проказы. Минздрав видит в этом хорошие перспективы для разработки новых методов лечения инфекций. В Дубае открывают самый высокий отель в мире. Сьель Дубай Марина станет самым высоким в мире зданием, полностью отданным под отель. 82-этажный небоскреб высотой 377 метров. Интересно узнать, сколько будут стоить там номера. 13-летний афганский подросток прилетел в Дели в отсеке шасси самолета. Он пробрался тайком на борт, спрятавшись во внутреннем отсеке шасси, и провел в полете 90 минут. Оказалось, что он хотел отправиться в Иран, но в итоге прилетел в Индию. Нужно сказать, что уровень смертности в таких условиях оценивается примерно в 77%. Но, к счастью, юный безбилетный путешественник перенес полет без последствий для здоровья. Вот такие новости. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск.